Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Козлова Галина Владимировна. Я являюсь заведующей специальности изобразительное искусство Черчения, колледж БГПУ имени Акмолова. И сегодня я с вами проведу консультацию по вступительному экзамену «Рисунок». Экзамен у нас будет проходить в дистанционном формате, и поэтому нам важно с вами ознакомиться, каким образом это будет все происходить. У вас, у каждого, есть личный кабинет, куда вам приходит важная информация о расписании ваших консультаций, экзаменов. Накануне экзамена на личную почту вам придет логин и пароль от площадки сдачи экзамена. Вы заходите в личный кабинет, проходите по ссылке и затем по логину и паролю попадаете в систему, на площадку, где будет проходить экзамен. Очень важно выйти туда по расписанию, потому что попытка для сдачи у вас только одна, и вы по расписанию выходите, чтобы не терять свое время. Экзамен будет длиться 4 часа. Форма и дата проведения экзамена. Еще раз перед вашими глазами посмотрите, пожалуйста, запомните. 12 августа с 9:00 до 13:00 вы обязательно должны будете зайти в систему, чтобы экзаменаторы видели, что экзамен вами сдается. Теперь, что вам необходимо для сдачи экзамена? Поскольку он дистанционный, то, естественно, вам нужен обязательно компьютер, ноутбук, планшет или смартфон с выходом в интернет, для того, чтобы вы могли в дальнейшем загрузить фотографии с экзаменационным заданием. Этих фотографий будет две. Одна будет этап вашей работы, и вторая фотография будет заключительная, завершающей экзаменационным материалом, то есть законченной вашей работы. Теперь эти фотографии вы загружаете после окончания работы полностью. Во время выполнения, вот этап работы, загружать в систему не нужно. Просто когда вы завершите уже работу целиком, обе фотографии за 10 минут до окончания экзамена, то есть в 12:50, вы загружаете обе фотографии для оценки комиссии. Теперь хочется остановиться несколько на требованиях фотографий, какие должны быть. Поскольку оценивать мы будем по фотографиям, то они, естественно, должны быть хорошего качества. То есть без затемнений или, наоборот, засветлений. Фотографии должны быть сделаны фронтально. То есть, когда вы будете делать фотографию, камеру постарайтесь поставить, навести на работу строго перпендикулярно, чтобы она получилась без перспективных искажений. Это что касается фотографий. Теперь, непосредственно для выполнения работы вам необходим ватман формата А2, карандаш. На экзамене вы будете выполнять натюрморт из предметов быта с включением геометрического тела и драпировки по фотографии. Именно по фотографии, которая вам будет задана в экзаменационном задании, а не та, которую вы захотите вдруг выполнить сами, какую-то случайную. Почему заостряю на этом внимание? Потому что в прошлом году были случаи, когда студенты выполняли не конкретное задание, которое было дано, а взяли какую-то понравившуюся им фотографию. Вот предостерегаю вас, что экзаменационное задание должно быть строго соблюдено. Итак, время выполнения 4 часа для экзамена. Теперь давайте остановимся на критериях, по которым будут оцениваться ваши работы. Их немного, их всего 5. И давайте подробно разберем, что будет оцениваться на ваших работах. Первый критерий – это композиционное решение постановки. Второе
Постановка предметов на плоскость с учетом их характера и пропорций. Третье. Построение. Четвертый критерий – цветовая моделировка. И пятое – общее художественно-эстетическое впечатление от работы. Сейчас я попробую дать вам небольшие методические рекомендации по каждому из этих критериев. Любой рисунок, естественно, начинается с композиционного решения постановки. И ваша задача – выбрать правильный размер предметов на формате. Они не должны быть слишком крупными или слишком мелкими, чтобы не было тесно в формате или наоборот слишком просторно. Поэтому ваша задача соразмерно вашему формату составить композицию. Следить, чтобы за центр композиционный находился чуть выше геометрического центра формата. Конечно же, нужно определить предметную плоскость, определить габариты размера предметов натюрморта и их пропорциональное отношение каждого предмета отдельного и соотносительно друг друга. Ну, естественно, обратить на характер и предметов в целом. Это что касается композиции. На это у вас уйдет примерно 30-40 минут. Но это важно, потому что неправильно созданная композиция потом будет тянуть за собой другие ошибки. Второй этап работы – это построение. Важный этап работы, но у нас нет неважных этапов, поэтому построение. Что вы должны обратить внимание во время построения? Ваша задача определить конструкцию предметов, показать, что вы понимаете ее с учетом линейной перспективы, на что у вас уйдет примерно 1,5–2 часа. Каждое построение предметов, в целом натюрморта, в целом показать характер предметов и их перспективное изображение. Вот перед вами вид последовательности ведения выполнения натюрморта. Здесь вы можете проследить каждый этап работы. Вы сначала определяете, где у вас будет работа, какого размера у вас будет работа. И вот каждый этап вы можете проследить на этом рисунке. Следующий рисунок как раз говорит о том, что композиция должна быть правильно сделана, чтобы композиционный центр у вас соответствовал правильному расположению предметов. Теперь, выполнив построение на формате, вы должны будете сделать фотографию этого этапа работы и продолжить рисование дальше. Сразу же выкладывать фотографию не нужно. Нужно дальше просто продолжить работу над натюрмортом. Загрузите вы ее вместе уже с окончательным вариантом. Третий этап работы – это переход к тональному разбору, светотеневой моделировки предметов. Процесс не быстрый, моделировка предметов нужно делать тщательно, определяя их тональные отношения между собой, не забывая о конструкции предметов. Обратите внимание на этом этапе работы на культуру штриха, плановость работы. И не забывайте о воздушной перспективе. Помните, что предметы, которые находятся ближе к нам, должны быть более проработаны, чем те, кто находится от зрителя дальше. Постарайтесь в своей работе задать примерно 3 плана: передний, средний и дальний план. Этим самым вы создадите какую-то воздушную перспективу. В конце работы над натюрмортом следует обратить внимание, чтобы она не смотрелась дробно. Вы должны обобщить ее. И в заключении, значит, после обобщения работы вы уже можете делать повторную фотографию уже завершенной работы. Но сделать ее вместе с первоначальным этапом работы. Вот перед вами примеры работ студентов, абитуриентов прошлых лет.
На нем хорошо наблюдается, как абитуриенты понимают конструкцию предметов, как они владеют перспективой, как они владеют штрихом, тональным разбором. Обратите внимание на это. Иногда зрительное восприятие говорит гораздо больше, чем все словесные высказывания по этому поводу. Обратите внимание на это. Теперь, каким образом будут оцениваться ваши работы? Работы будут оцениваться по 100-бальной системе. Вот перед вами критерии оценки по баллам. 100 баллов, от 100 до 85 баллов – это оценка «отлично». Что сюда входит? Это оригинальная компоновка на формате, правильная передача пропорциональных отношений предметов, соблюдение приемов графической техники, конструктивное построение рисунка, хорошая моделировка формы, цельность и завершенность работы. Это вот все, что входит в оценку «отлично». Если все эти критерии были соблюдены, вы получаете оценку «отлично». Оценка «хорошо» выставляется, когда абитуриент получает от 84 до 69 баллов. Здесь следующие. Это правильное расположение изображения предметов на формате, незначительные нарушения пропорциональных отношений предметов, соблюдение методических принципов ведения рисунка, конструктивность, хорошее техническое исполнение, хорошая подача работы. Но есть недостаточная плановая моделировка и незначительная дробность. Есть какие-то недочеты, которые не позволяют выставить оценку «отлично». Но в целом работы хорошие и требуют хорошей оценки. Оценка удовлетворительно выставляется, когда студент набирает от 68 до 54 баллов. Но здесь уже ошибки по большим критериям. Это и в компоновке, и конструктивное построение. Ну вот перед вашими глазами все эти недочеты, которые не дают поставить оценку более высокую. Ну и от 53 баллов и ниже выставляется оценка неудовлетворительной. Здесь уже грубые ошибки во всех критериях, которые учитываются при оценке предметов. Хочется сказать, что оценка выставляется комиссией коллегиальная, то есть если один из членов комиссии поставил, скажем, 80 баллов, второй поставил там 90 баллов, ну или какое-то расхождение у них, эти две оценки суммируются, затем выводится средняя арифметическая оценка, идет по среднему баллу. Так, что еще хочется сказать вам? По литературе, которая может вам пригодиться при подготовке к экзамену. Здесь небольшой список литературы, но она очень толковая и любимая как студентами, так и абитуриентами, потому что вы можете пользоваться любыми источниками учебного академического рисунка, учебниками, где освещены учебно-академический рисунок. Но вот особо хочется обратить внимание на двух авторов. Это Николай Ли «Рисунок. Основы учебного академического рисунка». Эта книга переиздается не один год. Она очень востребована и абитуриентами, и студентами. Там очень толково и подробно разбирается каждый раздел учебного рисунка. И перспективное изображение, и композиционное решение, и штриховка, и все, что нужно. Поэтому вы можете смело пользоваться этим учебником. К тому же, что он есть, отсканированные страницы этого учебника есть в группе контакта. Вы также можете воспользоваться группой контакта «Академический рисунок», и там вы можете найти иллюстрации этого учебника. И второй источник, который я вам рекомендую, это «Рисунок и живопись. Учебник для среднего профессионального образования». Автор Скакова. Вот этих два источника, которые вам могут пригодиться для подготовки к экзамену. Это все, пожалуй, что я вам хотела рассказать. Но единственное, не сказала
о том, что по каким-то вопросам, какие у вас будут, вы можете обратиться по электронным адресам, которые представлены на слайде. Пожалуйста, задавайте вопросы по этим адресам, и мы всегда будем рады ответить вам на ваши вопросы возникшие. Ну что, теперь я могу пожелать вам успехов. Ждем вас на экзаменах без опозданий, с хорошим настроением, с энтузиазмом, то, что вы выполните работу очень хорошо. Желаю вам дальнейших успехов и ждем вас на экзамене.